Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Сегодня я хочу вам рассказать об очень полезном растении – о лопухе. Сложно, наверное, найти человека, который ни разу не видел огромные листья лопуха и не знает, как они называются. Это растение встречается на каждом шагу. Многие считают его сорняком и не знают о его большом количестве лечебных свойств. Существует несколько видов лопуха, но различия между ними незначительны. Чаще встречается лопух крупный, травянистый двухлетник, который может достигать высоту от 50 см до 1,5 метра. Корень у этого растения большой, в длину он может достигать 60 см. Полезные свойства обнаружены у плодов и листьев, но в большей степени это касается корешка. Выкапывает корни в первое лето, на второй год жизни они становятся пустыми. Хранят в плотно закрытой стеклянной посуде. Состав лопуха, как у самых модных лекарств и биодобавок, витамины группы В, Е, Д, а также целый комплекс кислот, каротины, эфирные жирные масла, смолы, минеральные соли, микроэлементы. Это железо, цинк, бор, марганец, инулин почти 45%. Наибольшей популярностью пользуется корень лопуха. Калорийность корня лопуха составляет 72 килокалории на 100 грамм продукта. Лечебные свойства корня лопуха очень многообразны. Он обладает мочегонными, желчегонными и патогонными свойствами, способствует улучшению выработки ферментов поджелудочной железы, нормализации работы печени, почек, желчного пузыря. Какие же болезни лечит корень лопуха? Лопух очищает кровь. Он содержит активные ингредиенты, которые удаляют тяжелые металлы из крови. Также укрепляет лимфатическую систему. Корень лопуха является естественным мочегонным средством, улучшает работу почек, позволяет справиться с хроническим гастритом, панкреатитом и язвой. Это потрясающее растительное лекарство, которое имеет очень важные лечебные свойства, способность очищать кожу от прыщей, экземы и псориаза. Еще он защищает от диабета. Он содержит инулин, который помогает улучшить пищеварение и снизить уровень сахара в крови. Кроме этого, обладает уникальной способностью рассасывать и предотвращать развитие опухолей, полипов и кист. Корень лопуха также известен своими мощными противовоспалительными способностями, которые помогают бороться с артритом. А листья лопуха можно использовать наружно в виде компресса при экземе, мигрени, фурункулах и ожогах, болях в суставах и при радикулите. Сейчас рассмотрим несколько рецептов приготовления лекарственных средств. Как приготовить настой из корней лопуха? Используем как свежие, так и высушенные измельченные корни лопуха. 1 чайную ложку корней заливаем стаканом кипятка, настаиваем не менее 2 часов, процеживаем. Принимать нужно перед едой. 1 стакана хватает на 3 приема. Как готовить отвар из корней лопуха? Измельченный, свежий или сухой корень, 2 чайные ложки, заливаем 0,5 литра водой. И минут 10 отвар должен прокипеть на слабом огне. Процеживаем. Настоять нужно не менее 30 минут. Внутрь принимаем обычно перед едой 4 раза в день по 1 столовой ложке, а наружно в качестве компрессов при суставных болезнях и при мочеках-кожных заболеваниях. А теперь как готовить настойку из корня лопуха. Берем 0,5 литра водки, измельченный корень лопуха полстакана, заливаем все это водкой, закрываем крышкой, оставляем в темном месте на 2 недели, процеживаем. Применяем настойку из корня лопуха обычно для лечения таких кожных заболеваний, как фурункулез, гнойники, прыщи и угри. Какие же противопоказания имеются у лопуха? У лопуха не обнаружено противопоказаний, но все же от его употребления следует отказаться беременным и кормящим женщинам, а также людям, склонным к аллергическим реакциям или страдающим от обезвоживания. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Всем крепкого здоровья. Пускай ваше самочувствие всегда будет хорошим. Не забудьте подписаться на мой канал, ставить лайки и комментировать. До новых встреч!